Сегодня, 25 января, день рождения великого русского художника, пейзажиста, передвижника Ивана Ивановича Шишкина. На данном видео хочу познакомить с его картиной «Утро в сосновом лесу». В картинах Шишкина ширь и простор, монументальность русской природы утверждается как знак, как образ России. Иван Иванович серьезно относился к образу природы, к деталям природы, и среди художников получил прозвище «ботаник». Точность соединялась в картинах Шишкина с настроением и внутренним состоянием. Художник умел вдохнуть в картину жизнь, монументальность, не просто само состояние картины. В картине Шишкина пространство оживает. Говоря языком современности, он умеет создать понятие 3D-образа. Пространство, природа – это дымка, в которой мы видим в картине «Утро в сосновом лесу», кажется абсолютно живым и реальным. Мы действительно ощущаем себя в глубине этой чащи, как будто начинаем рассматриваться вокруг и понимаем, что в этом пространстве нет одной очень важной детали. Художник пишет пейзаж без линии горизонта. А еще смотрим наверх, то мы замечаем верхушки деревьев, так срезаны смело, отважно художником против всех правил законов классического построения академического пейзажа. Зачем это нужно художнику? Что это дает картине? А дает это совершенно другое понимание, чувство пространства внутри. Линии горизонта нет, и мы не понимаем, где заканчивается эта чаща. А если мы озираемся вокруг и смотрим наверх, то с вами не видим неба, и, почувствовав в глубине этой чащи, вдруг мы замечаем, как на сломанном, погибшем дереве появляются малыши-мишки. Рядом мама Мишка, появляется жизнь, возрождение жизни, движение жизни. У этой картины есть одна большая история. Это целостный образ жизни, леса, этой чащи, природы, мишек создает не один художник. Создают два художника. Впервые зрители видят эту картину без мишек. Отсюда складывается легенда о том, что, наверное, Шишкин не был анималистом, но Шишкин был академическим художником, и в каждой картине он создавал огромное количество этюдов, рисунков. И сохранились этюды, где рукой Шишкина включены мишки, но в последний момент отказывается от этого образа. Мишек в композиции картины списывает другой художник, художник Савицкий, и у картины изначально две авторские подписи в нижнем углу картины. И сегодня можно почитать подпись Шишкина, а вторая подпись стерта. Когда Третьяков Павел Михайлович приобретает произведение, он отмечает, у одной картины двух авторов, двух художников быть не может, и подпись Савицкого из картины исчезает. На самом деле большой художник, большой мастер понимает, что самое важное в произведениях сложилась гармоничность единого образа. Сегодня мы знаем уже точно, что в картине «Утро в сосновом лесу» было вложено искусство двух художников.
Ивана Ивановича Шишкина и Савицкого.